Всем привет! Собрались с внуками в бассейн, как я вчера им обещала. Погода у нас сегодня теплая, 0. С крыши течет. Оставшийся снег тает. Немножко ветер, но тепло. И речка образовалась у нас. А Владислав ждет. Привет. Всем привет. Сумку наполнил и ждет, когда выйдет брат. А брат что-то задерживается. Буксует машина. Но моя ласточка сильная она. Поехали. Сегодня с утра грейдер почистил дорогу. Слава богу, в этом году все чистят аккуратно. Вон везде снег тает, везде вода, слякоть. Если бы грейдер не почистил бы дорогу, невозможно было бы ездить. Посмотрите, как нам близко бассейн. А мы все ленимся. Тут даже можно пешком пройти. Кто-то мечтает о таком бассейне. А мы не ходим. Ленимся. Бывает, сюда приезжают из других районов. Из Федоровки, из Миякинского района. Но в Мияках я слышала, что тоже построили бассейн, тоже купаются. Вот видите, уже бассейн здесь. Вот мы поворачиваемся. Как нам близко. Ходить да ходить. Мы проедем дальше. Потому что после бассейна прохладно будет. Там душ. Сначала душ есть, купаемся, потом бассейн. После бассейна опять душ и купаемся. Поставим вот сюда машину. Проход не закрываем, чтобы другие могли проехать. Вот так, все нормально. Выключи. Вот как заходим, здесь разуваемся. И здесь проверяют температуру тела. И брызгаем на руки антисептик. Здесь у нас раздевалка. Вот здесь бассейн. Там охрана. И здесь памятка. Приказы и объявления. И здесь наши ветераны нашего Стерлибашевского района. Вот они. Хотя они в возрасте, они занимаются, участвуют в многих соревнованиях. Ишбулдин Дамир Рауфович, физрук в начальной школе, с нашими детьми занимается. А этот мой одноклассник Хайреддинов Фанис Фаррахович, мастер спорта, член сборной команды СССР по легкой атлетике. Вот он. Детско-юношеская спортивная школа, свидетельства, лицензии, сертификаты. А вот посмотрите, какие награды. Салават Варистара, чемпионат Республики Башкортостан по борьбе грязь. Вот это. Тоже победитель.
Без очков не вижу я. Тоже первое место, районные соревнования по борьбе күреш. Грамоты. Очень много наград. Дипломы первой степени. Всего много. А вот еще. Региональная юношеская баскетбольная лига. 3 место. 2019-2020 год. Посмотрите, столько красоты. Вот это да. Памятный кубок за первое место в республиканском турнире по футболу на приз Айдара Галимова. 2014 год. Красота. Межрайонный турнир по хоккею с шайбой. Год учителя. Посмотрите, наш район как занимается. В нашем районе есть такой спорткомплекс. Есть кубок за спортивные игры. Всего много. Здесь касса, где мы билеты покупаем. Есть бухгалтерия. А здесь с этой стороны женский бассейн. Ну, здесь бассейн один, но входы разные. Где мужчины заходят, где женщины. Вот здесь еще очень много спортивных инвентарей привезли. Поднимаемся на 2-й этаж. Бассейн на 1-м этаже. А здесь много секций. Доска почета. Ветераны шахматного спорта. Наши юные игроки. Участники и победители соревнований. Здесь был буфет, пока временно не работает. Разные много секций. Здесь можно играть в бильярд. Здесь туалет, женский, мужской. Вон там дверь. Туда ходили мои мальчики заниматься самбо. Из-за пандемии я не стараюсь их куда-то возить. Вот какой хороший бассейн. Я показывать не буду слишком. Мои мальчики тоже там купаются. Чистота, порядок, красота. Я мельком только пройду, покажу вам мельком и все. Посмотрите, стены какие чистые, белизна белизной. Мне очень нравится. Надо водить внуков. И самой надо ходить сюда. Не надо лениться. Лень надо повесить на ремень. И вперед. Везде чистота, порядок. Здесь кабинет директора. Там еще какие-то кабинеты. А здесь вот раздевалка. Там туалет, умывальный. А здесь душевой. Там дальше вход в бассейн.
Сейчас я тоже пойду с мальчиками плавать. Будет красота. Получите огромное удовольствие. А дети мои хорошие, поплаваем вместе в нашем Стерлибашевском бассейне. Огромное удовольствие получите. Я готова к плаванию. Посмотрите, какая вода чистая, прозрачная. Вода теплая, теплая. Мы искупались сейчас. 45 минут купаемся, 15 минут моемся. Столбики детям прыгать. Кирилл с Владом отсюда прыгают. Кирилл вообще хорошо плавает. Вот здесь сидит молодой парень, спасатель. Он не хочет пока сниматься, я его понимаю. И здесь есть у нас медсестра. Вода прелесть. Выходить неохота из воды. Если устанешь, можешь вот здесь посидеть, отдыхать. Еще раз придем. Да, конечно. В понедельник придем. Да. Да. Запишемся. Если группа не переполнена, придем в понедельник к 5 тренеру Руслану Львовичу. И будешь ходить сюда на плавание. А если переполнено? Если переполнено, то будем ходить так. Владу все равно надо. Мне тоже надо. Ты хорошо плавал сегодня. Да. Есть возможность сходить сюда. Близко, во-первых. Во-вторых, в любое время, кроме воскресенья, с 2 до 9. Сейчас приедем, баню я затопила. Будем париться. Вот мы приехали домой. Отдохнули, поплавали. Вода очень теплая, чистая. Наслаждение такое было, вы бы знали. Решили с детьми хотя бы 2 раза в неделю ходить в бассейн, поплавать. Скидывать лишний жир, а то мы с Кириллом поправляемся. Набираем вес. Владику нашему это не грозит. Дети мои хорошо плавают, особенно Кирилл. Позапрошлом году мы ездили в Туапсе, и они на море научились плавать. Хотя Владик умеет плавать, я ему не разрешаю без нарукавника плавать. Он, конечно, обижается, но слушается. Можно уроки тренера получать. Для мужчин плавание тоже всегда пригодится. Хотя мы в селе живем, для района здорово иметь такой бассейн. Хотя пандемия, но люди ходят плавать. Наш бассейн, у кого нет бани, душа дома, люди ходят туда мыться. Тоже классно. Ну как вы, мои хорошие, я вам показала наш сельский районный бассейн. Понравился ли вам бассейн? Напишите, пожалуйста, мне в комментариях, ходите ли вы в бассейн, как часто вы ходите в бассейн. Бассейн поможет ли нам с Кирюшей сбрасывать вес? Наверное, кто живет в городе, часто ходит в бассейн, потому что в городе много свободного времени. Но на этом я свой влог заканчиваю. Всем пока-пока, до следующих встреч. Пока-пока.